На сайте ФНС России опубликован топ-10 вопросов и ответов об использовании налоговых льгот в связи с началом рассылки физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2016 год. В частности, один из самых популярных вопросов – насколько квартира может распространяться льготы по налогу на имущество. Льгота позволяет не платить налог по имуществу только в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика, то есть от налога освобождается только одна квартира собственности льготника. Кроме того, объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности. Дополнительные льготы могут устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных образований. С информацией о муниципальных актах о налоговых льготах можно узнать в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Ежегодно подтверждать налоговую льготу не нужно, если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал на ограничения по периоду ее применения, то она будет применяться налоговым органом без ограничения действия. Если же у льготника несколько объектов, которые могут быть освобождены от налога на имущество, но он не подал соответствующее заявление и не выбрал объект, то налоговый орган автоматически предоставит льготы по объекту с максимальной суммой налога. С полным перечнем вопросов и разъяснений можно ознакомиться в рубрике «Часто задаваемые вопросы», выбрав тематику «Налог на имущество».